финал, потому что это для меня очень важно. Сегодня я пришел, чтобы выиграть первое место. Первый аргумент про то, что Ахмед Байтурсунов, остановлюсь на дефиниции. Вы упомянули дефиницию про реформиста, но не упомянули дефиницию про реформу. Поэтому я остановлюсь на дефиниции реформы. Реформа – это процесс изменения, направленный на улучшение, модернизацию или перестройку какой-либо системы, института или процесса. То есть наш Ахмед Байтурсунов, как величайший реформист в истории Казахстана, является и реформистом, и в целом реформатором в истории всех тюркских, тюркоязычных народов планеты. Вы упомянули лишь два аргумента. Третий аргумент я не считаю должным, потому что Каркалинская дефиниция и про партию Алаш – это один единственный аргумент про политическую деятельность этого человека. Поэтому у вас есть два аргумента. Также вы не дополнили все эти два аргумента. Как можно не дополнить все эти два аргумента? У вас было два аргумента всего лишь. Вы должны были все эти аргументы дополнить, понимаете? Вы упомянули про реформу казахского языка, но не остановились подробно на реформе казахского языка. Но сейчас остановлюсь. Ахмед Байтурсунов является отцом казахского алфавита. Годы жизни Ахмеда Байтурсунова казахи проживали по всему миру. В Казахстане использовали кириллицу или арабскую письменность, в Китае арабскую письменность, в Турции латинскую письменность. Именно Ахмед Байтурсунов, создав единый арабский алфавит с нашей грамматикой, убрав арабскую грамматику, он объединил всех казахов во всем мире, понимаете, одним единственным языковым реформой. Второй аргумент. Я продолжу. Итак, в 2019 году, спасибо, создают первый алфавит, первые были написаны казахские основные звуки Х, Г, О, Ы и так далее. То есть раньше раньше в арабской письменности, когда мы использовали арабскую письменность, не было этих букв, просто использовали переносной вид